Добро пожаловать в новый день. Желаем вам сегодня продуктивного дня и отличного настроения. Приятного аппетита всем, кто в эту минуту завтракает. Самое время заварить себе чашечку кофе или горячего чая и начать настраиваться на новый день вместе с нами. 28 января на календаре. Сегодня Всемирный день безработных, день рождения дизельного двигателя, Международный день защиты персональных данных, а также день рождения конструктора Лего. А в народном календаре наступил Павлов день. Говорили, что с этого дня зима уже неуклонно движется к своему концу. День становится длиннее, а солнце светит ярче. Скорее бы уже закончились эти туманы и морозы, правда? А что нам скажут синоптики, узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды на нашем канале. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 44, минус 48 градусов. Днем ожидается минус 43-44, в Заречье минус 43-50 утром, днем минус 40-47 градусов. В южных Улусах минус 39-42 утром, днем минус 37, минус 39. В Вилюйских Улусах минус 46-51 утром, днем минус 46-48. В Нижнеленских Улусах минус 50-51 утром, днем до минус 47 градусов. В западных Улусах минус 41-48 утром, днем минус 39, минус 46. В Колымо-Индигирских минус 28-45 утром, днем минус 26, минус 38 днем. В Янских Улусах минус 31, минус 52 утром, днем минус 29, минус 46. В северо-западных минус 40-47 утром, днем минус 34, минус 47 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила минус 43 градуса. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Днем в городе Якутске ожидается минус 41-43 градуса мороза. Ну а далее я хочу передать слово своим коллегам из информационной службы, после чего снова встречаемся в нашей студии. Утро встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы. В Министерство здравоохранения отправлены документы на регистрацию препарата научного центра имени Чумакова. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании Координационного совета по борьбе с COVID-19. Президиум обсудил ход массовой вакцинации населения. Мишустин подчеркнул, что по регионам ситуация разная. Где-то все идет по плану, а где-то образуются очереди. Это зависит как от числа желающих сделать прививку, так и от количества поставленных вакцин. Сейчас массовая вакцинация идет в основном спутником ВИ. В следующем месяце начнется масштабный выпуск вакцины Эпивак Корона. Она уже начала поступать в гражданский оборот. На ее производство правительство выделило свыше 2 миллиардов рублей. Необходимо постепенно наращивать их производство, чтобы бесперебойно доставлять препараты в больницы, поликлиники. Важно так организовать процесс, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать. Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины центра имени Чумакова. Это уже третья разработка наших ученых, и в ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот. Также Мишустин подписал распоряжение о выделении более 9 миллиардов рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными COVID-19 и людьми из группы риска. Деньги пойдут на предоставление специальных выплат в первом полугодии 2021 года и предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Поддержать работников таких учреждений поручил президент России Владимир Путин, говорится в сообщении. Отмечается, что из-за ситуации
ситуации с коронавирусом рабочая смена таких сотрудников длится 14 дней, и все это время они должны оставаться в стенах учреждения. В этом году выпускников ждут изменения в процедуре сдачи экзаменов. Для получения аттестата о среднем образовании школьники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Тем же, кто собирается в высшие учебные заведения, для получения аттестата будет достаточно удовлетворительно сдать ЕГЭ только по русскому языку. А итоговое сочинение или изложение одиннадцатиклассники напишут во второй половине апреля. Оно является допуском учеников к государственной итоговой аттестации. Государственные выпускные экзамены пройдут в конце мая. В свою очередь, основной период ЕГЭ запланировано провести с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти сроки будут как выпускники прошлых лет, так и этого года. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в учреждения высшего образования. Для них, для выпускников текущего года, при этом обязательно только ЕГЭ по русскому языку. Все остальные экзамены они будут сдавать по своему выбору. А для тех детей, которые не планируют поступать в вузы, они будут сдавать государственный выпускной экзамен. Это форма контрольной работы или, как мы раньше говорили, традиционные экзамены. Также изменения у нас со сроками итогового сочинения. Если раньше итоговое сочинение выпускники сдавали в декабре и феврале, то в этом году это испытание перенесено на вторую половину апреля. В зоопарке Артадайду некоторых животных перевели в теплые вольеры. Накануне на территории зафиксирована температура минус 46 градусов. Те виды, которые в природе не обитают в условиях нашего климата, перелетные и хищные птицы, например, орлы, переводятся в теплые вольеры зимой, сообщили в зоопарке. Копытные животные и хищники находятся на улице. Самое важное – это кормовая база. В зимнее время у животных в зоопарке усиленный рацион. К этой минуте у нас все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо коллегам, а мы продолжаем наш эфир. Россия возобновила регулярное авиасообщение с 4 странами – с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией, которое было приостановлено в 2020 году из-за коронавирусной инфекции. Отмечается, что правительство России сняло ограничения на въезд для граждан этих стран. Таким образом, ожидается по 2 рейса в неделю по направлениям Москва-Ханой, Москва-Дели, Москва-Хельсинки и Санкт-Петербург-Хельсинки. 3 раза в неделю рейсы будут вылетать по направлениям Москва-Доха. Также ожидается увеличение до 3 рейсов в неделю по направлению Москва-Каир. При этом 26 января представитель финского МВД сообщила, что въезд в Финляндию для россиян остается закрытым, несмотря на снятие ограничений на въезд с российской стороны. Действие ограничений на въезд иностранных граждан в Финляндию продлится по меньшей мере до 25 февраля. Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной с распространением коронавируса в мире, а затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались. Привет, я Франциска. Именно так представляется робот, который поднимает настроение пациентам в больнице. Основная задача машины – уборка, но она может и анекдот рассказать. Робот Франциска помогает персоналу в больнице Мюнхена с уборкой полов и дезинфекцией. А помощь робота экономит время медицинских работников. Но у Франции, как ласково называет ее персонал, есть масса других полезных качеств. Так, например, она может говорить о своих любимых блюдах, читать рэп и даже рассказывать, пусть не всегда смешные, анекдоты. Ну а далее я предлагаю прослушать астрологический прогноз на день 28 января. Овен. Можете смело браться за выполнение сложных дел. У вас хватит сил для решения любых задач. Если не будете сидеть сложа руки, возможно продвижение по карьерной лестнице. Одинаковых представителей знака ожидает знакомство со своей будущей половинкой.
Телец, постарайтесь заняться наведением порядка в делах и подумать, как расширить сферу деятельности. По всем задуманным делам вы легко справитесь. Избегайте споров. Хорошо отправиться на природу и отдохнуть там в кругу семьи. Близнецы. Помощь, оказанная в этот день близким людям, будет оценена по достоинству. Добро вернется сторицей. Сегодня во всех делах больше доверяйте своей интуиции, обходитесь без советов. Полезно заняться своим здоровьем. В общении с друзьями сделайте паузу, будьте с семьей. Рак. Если вы долгое время бьетесь над решением какого-то вопроса, то сейчас у вас появится прекрасная возможность изменить ситуацию в свою пользу. Для того, чтобы найти верный выход из запутанной ситуации, используйте свою фантазию. Не отказывайтесь от поддержки друзей. Лев, обстоятельства позволят собраться с мыслями и решить накопившиеся вопросы. В этот день могут возникнуть конфликты с кем-то из близкого окружения. Не допускайте давления на людей, с которыми будете общаться. Вы сможете легко достигнуть намеченных целей. Дева. День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Вы способны даже ленивых и нерасторопных людей вдохновить на подвиги. Не позволяйте посторонним вмешиваться в свою жизнь, а также не делайте что-либо назло. Хорошее время для дальних поездок. Весы. Вряд ли в этот день у вас будет присутствовать большое желание трудиться. Ваша голова может быть заполнена любыми мыслями, только не о работе. Не создавайте проблем из мелочей. Берегите отношения с близкими людьми, легко миритесь и идите на компромиссы. Не относитесь слишком серьезно к новому знакомству. Скорпион, не вступайте в конфликты, просто потихоньку делайте то, что считаете правильным. День удачен для того, чтобы возродить ранее прерванные отношения. Если вы свободны, не отказывайтесь от приглашений в компанию. Там, возможно, встреча с человеком старше вас, который станет вашей второй половинкой. Стрелец, сейчас не стоит пускаться в авантюры и идти на неоправданный риск, особенно при решении финансовых вопросов. Не бойтесь спросить совета у коллег или близких друзей и не отказывайтесь от предложений помощи. Удачно сложатся поездки. Хорошее время для отдыха, посещения новых мест и расширения кругозора. Козерог. Не спешите браться за реализацию чужих планов. Лучше займитесь своими делами. Тем более, что у вас их накопилось достаточно много. В течение дня то и дело могут возникать проблемы, связанные с задержками, опозданиями, техническими проблемами. Больше доверяйте интуиции. Постарайтесь не делать того, к чему не лежит душа. Водолей. Звезды советуют действовать открыто, свободно отстаивая свои дела и убеждения. Такая позиция будет способствовать укреплению вашего авторитета. Это хороший период для улучшения отношений с партнером по браку и деловыми компаньонами. Любые спорные вопросы, на обсуждение которых уходило много времени, сейчас решаются легко и без проволочек. Рыбы, сегодня вас ждут приятные сюрпризы. Если позволяет обстоятельства, возьмите на работе отпуск, передохните. Но как бы ни сложилось, вам придется больше заниматься чужими делами, нежели своими. Не расстраивайтесь, это поможет вам приобрести полезных знакомых, которые в ближайшем будущем поучаствуют в решении уже ваших проблем. Что ж, желаю всем отличного дня. Напомню, что у нас работает WhatsApp номер 8 914 279 2262. Можете делиться с нами хорошим настроением или кого-то поздравить. Пришло одно сообщение. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем привет от жителям села Тюнгюлю. Мой дядя Жирков Степан Николаевич работал трактористом в этом селе, в совхозе Максима Горького. Вместе работали с Черкашиным Николаем Дмитриевичем. Писал Иннокентий Титов, села Тюнгюлю. Видимо, да, хорошие воспоминания у человека. Что ж, далее прервемся на небольшую короткую рекламную паузу, после чего встречаемся. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите! После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Орон, жибан, остол, онтон датын мебеллери азбука мебели магахынтан атылас. Дженхин тупсай көстүйлах мебеллеринен тупсар.
Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Внимание! Акция! Бесплатный прием репродуктолога в клинике Амур-Мед. Спешите! А также ЭКО бесплатно по полису ОМС. Город Благовещенск, улица Калинина, 12. Запись по телефону 315 500. Правительство Республики Саха-Якутия для решения вопросов трудоустройства и подбора сотрудников 27-28 января проводит республиканскую онлайн-ярмарку для молодых граждан «Траектория карьеры». Новый формат в режиме видеоконференции Zoom. Отдельные площадки по отраслям. Полная информация об открытых позициях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, живой диалог с нанимателями, собеседование с заинтересовавшим работодателем и мгновенная отправка электронного резюме. В рамках ярмарки будут проведены мастер-классы и семинары. Резюме молодых граждан будут собираться в единой электронной почте Центра занятости Республики Саха-Якутия для дальнейшей работы с кадровыми службами работодателей по организации индивидуальных собеседований и трудоустройства. Стать участником можно по официальной ссылке ярмарки. Выбери свой профессиональный маршрут. Выбирай работу, выбирай будущее. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Безусловно, один из самых красивых и женственных видов спорта – это художественная гимнастика. Но за грациозной легкостью и красотой скрывается колоссальный труд. Сегодня в нашей студии руководитель спортивного клуба по художественной гимнастике, тренер сборной республики Виолетта Никифорова. Многие знают как Виолетту Семенову по девичьей фамилии. Виолетта, привет. Доброе утро. Давно тебя не видели, я думаю, даже соскучились некоторые наши телезрители. Чем ты занимаешься? Расскажи в данный момент. Здравствуйте. Так, ну, на данный момент я занимаюсь, основное это, конечно, это воспитание своих сыновей. У меня в этом году в прошлом году у нас родился сын. Вот. И, конечно же, занимаюсь тренерской деятельностью, тренируем детей. Вот. Ну, сейчас, конечно, вот мы, в связи, с пандемией мы, можно сказать, только начинаем работать, детишки только начинают входить в форму, но за все это время мы не отдыхали. Все это время дети тренировались в формате онлайн. Дистанционно, да? Да. Как, в принципе, и везде, да? Ага. Расскажи, сколько на данный момент занимаются у тебя девочек, насколько популярен этот вид спорта? Художественная гимнастика набирает большую популярность у нас в республике. Занимается на данный момент не так много детей в связи с ограничительными мерами. Вот. Новый набор мы еще не делали, но сейчас в феврале собираемся набирать новых детишек. Вот, потому что очень много сообщений, все хотят, свои дети уже подросли, и все хотят своих детей куда-то отдать. Конечно, для девочек идеальный вид спорта – это художественная гимнастика. Все-таки как база, и вообще в целом я считаю, что это идеальный вариант для девочки. Да, я согласна, идеальный вариант, но всем ли подходит художественная гимнастика? Как распознать в ребенке, что это его вид спорта? И возможно ли это? Первое, на что я смотрю, это, конечно, на желание. То есть я должна понимать, или это родитель хочет в первую очередь, чтобы ребенок занимался, или сам ребенок. Просто бывает такое, что ребенок, допустим, не хочет заниматься. Художественная гимнастика, он, допустим, хочет идти куда-нибудь на балет, на танцы. Вот. Но в любом случае мы даем шанс всем детям, потому что все-таки это база, основа для всех видов спорта. И сразу же мы не начинаем работать, девочки сразу не берут ленты, мячи, мы начинаем работать с базы. Вот. И, конечно же, я даю всем какой-то испытательный срок,
Вот. А потом в течение 2-3, в течение года, если родители с ребенком понимают, что это их любимое дело, то, что они готовы полностью отдаться этому виду спорта, все-таки это олимпийский вид спорта, спорт высоких достижений, поэтому это тоже большая ответственность брать, как бы, да, и отдавать ребенка куда-то в любом случае. И первое, что я смотрю, это, конечно, желание. Вот. Потом, конечно же, внешние данные, это фактура. И, ну, не столь важна, в принципе, фактура ребенка, как желание чем-то заниматься. А в каком возрасте лучше всего отдавать? Вот в 6 лет, говорят. Это вот Самый идеальный оптимальный возраст – это 5 лет. Ну, по даже мне, так? да, я уже работаю более 10 лет. И мы набирали разных детей. 2 года, 3 года, 4 года. Но для меня вот на сегодняшний день я поняла, что самый оптимальный вид, возраст для ребенка – это 5 лет. Ну, мы вот на фотографиях увидели девочек твоих, да? Ты уже воспитала чемпионок? Ну, чемпионок, конечно, все дети, по сути, они уже чемпионы, потому что они занимаются, это все равно ежедневный труд, это сколько они, ну, 5-часовой труд. Это не каждый взрослый такой, да, может осилить такие физические нагрузки, но дети большие молодцы, и несмотря ни на что, мы все равно считаем, ну, они в какой-то степени уже для себя все равно чемпионы, но в любом случае, как и в любом виде спорта, мы, конечно, стремимся к каким-то высотам. Девочки постоянно выезжают куда-то на соревнования, на сборы. Турниры, да? Да, и, ну, показывают хороший результат, ну, по своему возрасту. Виолетта, какие у тебя планы сейчас стоят, задачи в первую очередь? Ну, развитие художественной гимнастики, воспитать достойных спортсменок. И, конечно же, мои дети, заниматься семьей, это самое главное, конечно. Вот. А так, ну, в будущем мы надеемся, что игры Дети Азии все-таки состоятся, да, и наши дети достойно представят республику. Что ж, спасибо большое, Виолетта, что посетила нашу студию. Приходи к нам почаще. Желаю тебе успехов только дальнейших, тебе, твоим девочкам. Пусть художественная гимнастика развивается в нашей республике. Спасибо. А мы продолжаем. В студии галереи Союза художников Якутии Art City проходит выставка одного из первых ведущих дизайнеров Якутии, художника-графика, отличника культуры республики, члена Союзов журналистов, члена Союза художников и дизайнеров Российской Федерации, доцента кафедры дизайна Арктического института Георгия Решетникова под названием «Магия акварели». Подробнее о данной выставке в следующем сюжете. Георгий Николаевич Решетников – художник широкого диапазона, участвовавший во многих региональных, российских, международных выставках. Является автором первых теоретических работ в области регионального дизайна, предметной среды, постоянный участник научно-практических конференций, симпозиумов, форумов по проблемам искусства и дизайна. Ну а его художественная натура, как оказалось, проявилась еще в детстве. У меня, наверное, это передалось по наследству. Папа мой был самодеятельный художник, ну, любил творчеством заниматься, да. Вот. Ну и, наверное, еще помогло то, что он собирал очень много, такая у него библиотека была по искусству. Я с детства смотрел открытки, и уже даже когда в 1972 году уже на поступление в училище, когда поступал, то, в принципе, я в истории искусства уже даже и ориентировался. Какие художники были, какие мне нравились. Наверное, вот такие вот закладки, они вот так вот пошли. Ну и потом в детстве, вот где-то в 4 классе, что ли, ну, я так рисовал, вот просто отец рисует, я вроде как бы так рядом с ним рисую, значит. А брат взял мой, значит, один рисунок, отправил в Мурзилку тогда в журнал. Вот. А я ей даже и не знал. И вот один раз там это приходит, говорит, вот, вызывает на почту, там, значит, какая-то квитанция пришла, а там, оказывается, пришел диплом от Мурзилки.
за участие в таком конкурсе, там еще что-то. Ну, это, для меня это был такой даже шок какой-то, да. Выбор профессии, в принципе-то, особого такого не было. Чтобы там голову ломать, там еще что-то. Учился в Санкт-Петербурге, ну, еще в Ленинграде. Вот. Ну, я пошел по направлению дизайна. В то время ни компьютера, ничего не было, мы все делали в рукопашную. То есть вот отмывка классическая, там это, значит, и живопись там, как обычно, да. И, наверное, потому выбор техники акварели, он был не случайным, да. То есть я владел техникой отмывки. Мне нравилось, тогда я уже как-то полюбил эту акварель, потому что она легкая, воздушная, да, вот. И она какая-то сиюминутная, эмоциональная такая, да. То есть или маслом, или темперой, когда вы пишете, вы накладываете в несколько слоев. Это длительная, даже где-то и студийная такая работа. А акварель, она требует сиюминутная. Это как всплеск эмоций. Вот так. Выдал ее, и все. Выставка «Магия акварели» – это результат творческих поездок Георгия Николаевича, начиная с 2007 года. Со своей женой Марией Тоя они неоднократно ездили на остров Ольхон, также на международные пленэры с монгольскими, иркутскими, сибирскими художниками на Байкал. По Монголии же проехали с Улан-Батора по пустыне Гоби. В 2019 году открыли для себя южный берег Крыма – Гурзуф, Ялту, Севастополь, Бахчисарай. Акварельные этюды с этих мест, представленные сегодня на выставке, удивительны по мастерству исполнения, разнообразию палитры эффектов передачи состояния природы и импрессионистического сиюминутного настроения. Просто решили сделать такую пленэрную такую выставку, да. Почему пленэрную? Потому что, ну, во-первых, все сюжеты разные. С разных мест, да, с разных поездок. С Марией как бы с 94-го года вот выходим на пленэр, значит. Ну, мы люди легкие на подъем, в принципе, вот, значит, и мы можем вот так вот сидеть, пить чай, потом сказать, ну что, поехали, взяли, собрали, все скидали, уехали. Я думаю, для любого творческого человека, это как бы, кто вот занимается творчеством, вот такие вот поездки, вообще выход на пленэр, это некая такая отдушина, когда ты вроде отдыхаешь. Выставка прошла в формате мастер-класса, поэтому зрители не только насладились работами Георгия Решетникова, но и смогли попробовать себя в сложной акварельной технике. Магия акварели действительно удивительна, как и удивителен талант Георгия Николаевича передавать с помощью обычных акварельных красок целые истории, вызывать чувство тепла и успокоения. Доброе утро. Говорят, что случайностей не бывает, есть закономерности. В истории, например, существует много интересных совпадений. А мы продолжаем знакомить вас с самыми невероятными совпадениями в мире. Как говорил Альберт Эйнштейн, при помощи совпадений Бог сохраняет свою анонимность. В 1979 году два брата-близнеца встретились друг с другом спустя 39 лет. После того, как они в возрасте 4 недель от роду были разлучены в роддоме и в течение 37 лет не знали друг о друге. Но удивительно не их встреча и не то, что они невероятным образом узнали о существовании друг друга. Самое поразительное было, когда они встретились. Во-первых, несмотря на то, что у них были разные приемные родители, их назвали одинаковым именем – Джим. Оба брата очень любили математику и плотницкое дело. Во-вторых, оба брата сделали карьеру в сфере безопасности. Но еще более удивительно то, что они оба раньше были женаты на девушках, которых звали Линда. Оба они развелись и оба снова женились на женщинах, которых звали Бетти. У обоих близнецов были дети. У одного брата ребенка зовут Джеймс Аллан, а у другого Джеймс Аллан с одной буквой «Л». Смерть Стивена Хокинга. Как сказал бы сам Стивен Хокинг, время относительно, но это не совсем объясняет, почему его смерть произошла именно в тот день, который многие считают довольно значимым. Стивен Хокинг умер в 139-й день рождения Эйнштейна, 300-й день смерти Галилея и день числа Пи.
Напомним, что великий мыслитель и физик-теоретик скончался 14 марта 2018 года. Даже такое мирное занятие, как чтение книг, иногда может привести к невероятным сюрпризам и приключениям. Удивительная история случилась со знаменитым актером Энтони Хопкинсом. Он готовился к съемкам фильма «Девушка с Петровки» по роману американского писателя Джорджа Файфера. Для изучения героя ему нужна была именно оригинальная версия произведения, которую он не смог найти ни в одном из книжных магазинов, ни в библиотеке, ни у знакомых. Актер было совсем отчаялся, но случайно наткнулся на забытый кем-то экземпляр нужной версии романа на скамейке в метро. Позже, когда он летел на съемки, то случайно, опять же случайно, встретился в аэропорту с Файфером, автором романа, который пожаловался Хопкинсу, что одолжил другу самый ценный экземпляр своей книги со своими пометками, а тот потерял книгу где-то на станции в подземке. Хопкинс показал Файферу найденную книгу и спросил: «Это случайно не ваша?» Это оказалась действительно книга Файфера со всеми заметками писателя на полях. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, сегодня 28 января. А также напоминаю, что дистанционное обучение продолжается для учащихся с 1 по 11 классы, включительно до 30 января. Прежде чем прерваться на небольшую короткую рекламу, хочу немного проанонсировать наш следующий блок. Поговорим мы о том, что такое эффективный регион. Ознакомим вас с кинопремьерами этого четверга, а также узнаем, как выбрать правильные котлеты. Оставайтесь с нами, будет интересно. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий из государственного бюджета Республики Саха-Якутия местным бюджетом на организацию деятельности народных дружин на 2021 год. Прием заявок осуществляется с 25 января по 8 февраля 2021 года. Все справки по телефону 507-129. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите! После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Внимание! Акция! Бесплатный прием репродуктолога в клинике Амур Мед. Спешите! А также ЭКО бесплатно по полису ОМС. Город Благовещенск, улица Калинина, 12. Запись по телефону 315 500. Правительство Республики Саха-Якутия для решения вопросов трудоустройства и подбора сотрудников 27-28 января проводит республиканскую онлайн-ярмарку для молодых граждан «Траектория карьеры». Новый формат в режиме видеоконференции Zoom. Отдельные площадки по отраслям. Полная информация об открытых позициях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, живой диалог с нанимателями, собеседование с заинтересовавшим работодателем и мгновенная отправка электронного резюме. В рамках ярмарки будут проведены мастер-классы и семинары. Резюме молодых граждан будут собираться в единой электронной почте Центра занятости Республики Саха-Якутия для дальнейшей работы с кадровыми службами работодателей по организации индивидуальных собеседований и трудоустройства. Стать участником можно по официальной ссылке ярмарки. Выбери свой профессиональный маршрут. Выбирай работу, выбирай будущее. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Приятного аппетита всем, кто завтракает. Отличного дня, кто отправляется на учебу или работу. Далее передаю слово своим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами. Утро встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Раченко. Здравствуйте.
Третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы. В Министерство здравоохранения отправлены документы на регистрацию препарата научного центра имени Чумакова. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании Координационного совета по борьбе с COVID-19. Президиум обсудил ход массовой вакцинации населения. Мишустин подчеркнул, что по регионам ситуация разная. Где-то все идет по плану, а где-то образуются очереди. Это зависит как от числа желающих сделать прививку, так и от количества поставленных вакцин. Сейчас массовая вакцинация идет в основном спутником ВИ. В следующем месяце начнется масштабный выпуск вакцины Эпивак Корона. Она уже начала поступать в гражданский оборот. На ее производство правительство выделило свыше 2 миллиардов рублей. Необходимо постепенно наращивать их производство, чтобы бесперебойно доставлять препараты в больницы, поликлиники. Важно так организовать процесс, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать. Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины центра имени Чумакова. Это уже третья разработка наших ученых, и в ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот. Также Мишустин подписал распоряжение о выделении более 9 миллиардов рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными COVID-19 и людьми из группы риска. Деньги пойдут на предоставление специальных выплат в первом полугодии 2021 года и предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Поддержать работников таких учреждений поручил президент России Владимир Путин, говорится в сообщении. Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом рабочая смена таких сотрудников длится 14 дней, и все это время они должны оставаться в стенах учреждения. В этом году выпускников ждут изменения в процедуре сдачи экзаменов. Для получения аттестата о среднем образовании школьники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Тем же, кто собирается в высшие учебные заведения, для получения аттестата будет достаточно удовлетворительно сдать ЕГЭ только по русскому языку. А итоговое сочинение или изложение одиннадцатиклассники напишут во второй половине апреля. Оно является допуском учеников к государственной итоговой аттестации. Государственные выпускные экзамены пройдут в конце мая. В свою очередь, основной период ЕГЭ запланировано провести с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти сроки будут как выпускники прошлых лет, так и этого года. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в учреждения высшего образования. Для них, для выпускников текущего года, при этом обязательно только ЕГЭ по русскому языку. Все остальные экзамены они будут сдавать по своему выбору. А для тех детей, которые не планируют поступать в вузы, они будут сдавать государственный выпускной экзамен. Это форма контрольной работы или, как мы раньше говорили, традиционные экзамены. Также изменения у нас со сроками итогового сочинения. Если раньше итоговое сочинение выпускники сдавали в декабре и феврале, то в этом году это испытание перенесено на вторую половину апреля. В зоопарке Артадайду некоторых животных перевели в теплые вольеры. Накануне на территории зафиксирована температура минус 46 градусов. Те виды, которые в природе не обитают в условиях нашего климата, перелетные и хищные птицы, например, орлы, переводятся в теплые вольеры зимой, сообщили в зоопарке. Копытные животные и хищники находятся на улице. Самое важное – это кормовая база. В зимнее время у животных в зоопарке усиленный рацион. К этой минуте у нас все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо коллегам. Мы продолжаем наш эфир. Эффективный регион – проект государственной корпорации «Росатом» по оптимизации и улучшению процессов в любых сферах жизнедеятельности региона. Более подробно об этом мы сегодня поговорим с Еленой Эповой, руководителем проекта «Эффективный регион» госкорпорации «Росатом». Елена, доброе утро. Доброе утро. Ну что же такое, да, из себя представляет этот эффективный регион и как он реализуется в нашем регионе? Проект «Эффективный регион» – это система взаимодействия субъектов бережливого производства, которые последовательно и совместно внедряют принципы в своей деятельности. Цели. Первая и главная цель – это, конечно же,
сокращение сроков предоставления государственных услуг для наших граждан. Вторая цель – это повышение удовлетворенности нашего населения и, конечно же, повышение имиджа органов государственной власти. В целом, конечная цель, потому что это достаточно длительный проект, это повышение качества жизни населения, то есть конкретного субъекта и страны в целом. То есть вот такая глобальная цель, можно сказать, по всей стране. На сегодняшний день в данном проекте у нас 24 субъекта Российской Федерации, и с каждым из которых заключено соглашение о сотрудничестве. В Республике Саха-Якутия соглашение такое было заключено в феврале 2020 года. И, соответственно, мы работаем совместно с республикой. Хочу отметить, что глава республики лично возглавляет данный проект. И ежеквартально у нас проходят совещания под его председательством, где как раз учреждения, которые внедряют принципы бережливого производства, докладывают о своих результатах. На территории республики куратором данного проекта является Высшая школа инновационного менеджмента при главе. То есть они являются методологом, организатором, и по всем вопросам вхождения в данный проект нужно обращаться к ним. За 2020 год республика Саха-Якутия реализовала порядка 40 проектов в 16 учреждениях. Например, проект в Министерстве имущественных и земельных отношений позволил сократить количество отчетов и сроки предоставления отчетности в рамках формирования отчетности по дальневосточному гектару. Еще один пример проектов в рамках эффективного региона в Республиканском центре адаптивной физической культуры. Там удалось сократить время от момента входа в здание до непосредственного получения услуги маломобильной группы населения с 20 до 7 минут. То есть вот такие у нас результаты. В целом эффективность проектов за 2020 год более 100%, и это очень хороший результат. Но хочу отметить, что мы работаем совместно с коллегами, все-таки не над количеством, а над качеством, потому что от этого зависит прежде всего благосостояние жителей республики, то есть это самое важное. И с целью распространения такого системного уже подхода на территории республики в прошлом году были созданы отраслевые центры компетенций по отраслям. То есть они будут такими точками притяжения, точками роста в каждой отрасли. То есть вот так системно мы начинаем развертывание именно данного проекта. В этом году у нас такие амбициозные цели. Мы планируем развивать центры компетенций и создавать такие образцы лучших практик в каждом практически направлении, чтобы они были таким вот локомотивом для всей отрасли и, соответственно, передавать вот этот опыт. То есть вот что такое проект «Эффективный регион» и как он реализуется. Но вот некоторые проекты, они даже могут заслужить образца местного уровня, да? Это как? Образец это некий, можно сказать, эталон, то есть это действующая лучшая практика по применению инструментов бережливого производства, которые направлены на повышение эффективности управления и организации производства. Да, действительно, у нас на первой неделе после праздников, 15 января, состоялась партнерская проверка развития качества образца местного уровня на базе Якутского автодорожного техникума. И структурное подразделение техникума – это многофункциональный центр прикладных квалификаций, как раз вот прошел название образца местного уровня. Но это на самом деле не предел, потому что методика оценки, она предполагает развитие образца. И сейчас у нас первый уровень местный. Второй уровень у нас будет уже региональный и федеральный. То есть вот такая система позволяет последовательно именно улучшать свои процессы и делиться опытом на местном уровне. Это внутри республики с различными организациями по лучшей практике, а на региональном с отдельными субъектами Российской Федерации, а уже на федеральном, то есть это вот на территории всей страны. То есть это вот такая вот система
последовательно развития. Также у нас 29 января запланирована партнерская проверка второго образца на территории республики. Она будет проходить в управлении образования городского округа город Якутск. И, соответственно, вот будет у нас проверка, и по результатам которой мы либо примем образец местного уровня, либо, соответственно, будет какая-то доработка. Но я думаю, что мы успешно примем данный образец. Ну, еще хочу отметить, что здесь идет развитие дальше, да, то есть коллеги, они не останавливаются на достигнутом и, соответственно, будут в этом году уже развиваться на вторую ступень, это региональный уровень. То есть вот что такое образцы. Елена, в Якутии открыта первая фабрика процессов, да? Для чего она нужна и как она поможет внедрению тех же бережливых технологий, которые вы упомянули? Фабрика процессов – это учебная площадка, где, или деловая игра, можно, да, сказать, где каждый участник, который проходит фабрику процессов, он получает теоретические знания сразу, да, здесь и сейчас об инструментах бережливого производства, и на реальном процессе уже непосредственно их применяя, да, то есть практический опыт применения. Важно, да, что именно это реальный процесс. Возвращаясь вот, к автодорожному техникуму, реальный процесс взят был в многофункциональном как раз вот центре, прием документов от курсантов, да, на обучение. И на базе вот этого процесса как раз в Якутском также автодорожном техникуме и была разработана при методологической поддержке с нашей стороны и методологической поддержке экспертов с Высшей школы инновационного менеджмента вот такая вот деловая игра. Вот, то есть... Елена, благодарю вас за познавательную беседу этим утром. Я думаю, что мы еще не раз поднимем эту интересную тему в эфирах нашей программы. Отличного вам дня, продуктивной работы. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего дня. Ну а мы прерываемся на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Правительство Республики Саха-Якутия для решения вопросов трудоустройства и подбора сотрудников 27-28 января проводит республиканскую онлайн-ярмарку для молодых граждан «Траектория карьеры». Новый формат в режиме видеоконференции Zoom. Отдельные площадки по отраслям. Полная информация об открытых позициях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, живой диалог с нанимателями, собеседование с заинтересовавшим работодателем и мгновенная отправка электронного резюме. В рамках ярмарки будут проведены мастер-классы и семинары. Резюме молодых граждан будут собираться в единой электронной почте Центра занятости Республики Саха-Якутия для дальнейшей работы с кадровыми службами работодателей по организации индивидуальных собеседований и трудоустройства. Стать участником можно по официальной ссылке ярмарки. Выбери свой профессиональный маршрут. Выбирай работу, выбирай будущее. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите! После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Внимание! Акция! Бесплатный прием репродуктолога в клинике Амур Мед. Спешите! А также ЭКО бесплатно по полису ОМС. Город Благовещенск, улица Калинина, 12. Запись по телефону 315 500. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий из государственного бюджета Республики Саха-Якутия местным бюджетом на организацию деятельности народных дружин на 2021 год. Прием заявок осуществляется с 25 января по 8 февраля 2021 года. Все справки по телефону 507 129. Доброе утро, приятного аппетита всем, кто завтракает. В приготовлении питательного ужина на скорую руку нас часто выручают
мясные полуфабрикаты. Бесспорно, котлеты из собственноручно прокрученного фарша куда вкуснее в магазинах, но порой времени на их приготовление нет, согласитесь. Вот и тянется рука к морозильной витрине за этим блюдом. Есть ли польза в замороженных котлетах, чем они, что они таят в своем составе, о том, как безошибочно выбрать качественный продукт, нам расскажет Максим Гоголев. Листосиков, нажание. Так, масло добавить. Какие большие котлетки. Сейчас поем по-королевски. Когда же. А что они такие маленькие? Не понял. Здравствуй, Максим. А ты кто? Это не важно. Я объясню тебе, почему котлеты в сковородке у тебя стали такими маленькими. Есть некоторые нюансы, которые нужно соблюсти, чтобы не разочароваться в конечном продукте. А какие это нюансы? Ты мне подробнее расскажешь? Да. Качественные полуфабрикаты, они состоят из мяса без добавления посторонних смесей, без улучшителей вкуса и без содержания большого количества жира и воды. Тем самым у них сохраняется форма, и они не уменьшаются в размере. Поэтому при выборе полуфабрикатов обязательно нужно обратить внимание на состав. Он не должен быть чрезмерно длинный, никаких вешек, консервантов. Так как этот продукт хранится недолго, не более 2 месяцев. Если срок хранения год или полгода, это уже говорит о наличии консервантов. Также следует обратить внимание на состав. То есть там не должно быть написано мясо, содержащие продукты, обязательно должно быть название мяса, какое использовалось. Хлеб допускается, разумеется. И, конечно же, цена косвенно влияет на выбор полуфабрикатов. Нужно всегда в голове считать. Если, например, мясные котлеты стоят дешевле, намного дешевле, чем сам фарш или филе мясное, то, соответственно, надо сделать вывод, что там что-то добавлено еще, кроме мяса. А почему мамины котлеты самые вкусные? Потому что они домашние, приготовлены дома. Человек сам купил мясо, перекрутил. Домашний продукт, он тем отличается, то, что там точно качественные ингредиенты, сделано от души. Ну, ясно. А с чем лучше котлеты есть? Ну ладно. Также вам нужно искать на маркировке знак ЯАЗ. Это значит, что продукция прошла процедуру подтверждения соответствия. Еще вы имеете право запросить у продавца декларацию о соответствии и протокол испытания к ней, чтобы уже полностью убедиться в качестве продукта. Откуда я это знаю? Кто это была? Ладно. Главное в жизни — это хорошие котлеты. Спасибо Максиму. Надеюсь, советы Максима помогут выбрать правильные котлеты. А возглавит список кинопремьеры этого четверга фантастический боевик «Охотник на монстров» с Милой Йовович в главной роли. Компанию ему составит отечественная военная драма «Зоя», а также специальный показ фильмов «Вдох-выдох». Подробнее знакомимся в рубрике «Киноафиша». Сокол, прием, вторая группа на связи, как слышите? Нулевая линия. Просим помощи. Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена». Фильм, снятый по мотивам популярной компьютерной игры «Монстр Хантер». А откуда вдруг столько песка? Параллельно нашему миру существует иной мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. И именно сюда, через пространственный портал, попадают лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой Артемис объединяет силы с таинственным охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости. То и они в наш могут. Боже. Я вернусь к ним. Ты со мной? Немцы в Москве.
Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. Партизанский отряд, в котором находилась Зоя, попадает в засаду. А сама она схвачена немцами при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться даже ее настоящего имени. Ее жертва не стала напрасной. Ее подвиг воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина. Ее имя? Зоя Космодемьянская. Ты не партизан, а диверсантка. Close your eyes. There is only you and the universe. Только 28 января в кинотеатре «Лена». Смотрите фильм «Вдох-выдох» от грузинского режиссера Дито Цинзадзе. Фильм многочисленный победитель и призер международных кинофестивалей Шанхая, Алматы, Сочи, Тбилиси, Тирана и Листопад 2019 года. Inhale. Exhale. По сценарию 43-летняя Ирина возвращается домой из мест лишения свободы. После длительного срока заключения воссоединение с семьей оказывается совсем не таким, как она ожидала. Ей придется постепенно завоевывать доверие родных, дочери, сына и свекрови. Доброе утро! На этом наша программа подходит к концу. Желаю вам сегодня отличного дня, хорошего настроения. Я здесь с тобой, прикоснись, открой, но нужен ответ. Как так, этот мир для тебя? Пойдем со мной, улыбнись, давай подождем, ведь новый рассвет. И сейчас дыши, любиться, не мгновений. Слышишь, верь,